На этой неделе в Гагру прибыла делегация из города Курска. Официальная встреча с ними проходила в администрации Гагрского района. В составе делегации были заместитель главы администрации города Курска Сергей Котляров, заместитель начальника организационного отдела Комитета внутренней политики администрации города Курска Елена Затеева и директор детско-юношеской спортивной школы номер 1 муниципального бюджетного образовательного учреждения Виктор Васильев. Главной целью визита является наращивание дружеских связей с администрацией Гагрского района для дальнейшего заключения Бобратимских соглашений. Делегатов поприветствовали заместитель главы администрации Гагрского района Дамур Цышба, председатель собрания Астан Агарбан. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей земле. Вот уже с 2008 года город Курск и город Пицунда побратимые города. Уже 15 лет развиваются наши отношения. Сейчас уже более интенсивные эти отношения, более продуктивные. Я надеюсь, что чем дальше, тем мы будем их укреплять и развивать. Очень приятно вас видеть. Как вот выше отметил Дамур Астамунович, были подписаны соглашения о дружбе, о сотрудничестве. И сегодня нам очень приятно вас видеть в Гаграх. Надеемся, что те договоренности, которые у нас были заключены, и в дальнейшем они будут развиваться. И мы вместе с вами будем дальше работать, трудиться во благо жителей нашего района, ваших областей, ваших регионов. Добро пожаловать. Надеемся на дальнейшую работу. Необходимо отметить, что Курск и Пицунда являются городами-побратимами уже на протяжении 15 лет. Приветствуя гостей, глава администрации города Пицунда Руслан Хунцарь отметил значимость углубления дружеских связей. В этом году юбилейный год. 15 лет, как мы дружим, наши города. Вот, благодаря Виктору Николаевичу, хочу выразить слова благодарности, что благодаря Виктору Николаевичу очень много детишек побывало из города Курска, именно в город, где Пицунда, отдыхают, предоставляют такую возможность детям, не общаются, видят нашу природу, достопримечательности, море, конечно же. Хотелось бы, чтобы наши взаимоотношения еще развивались не только в области туризма и культуры, образования, спорта тоже. Курск – город областного значения в России, административный центр Курской области, а также Курского района. Город – один из культурных и религиозных центров Российской Федерации. Он обладает крупным промышленным комплексом, научно-образовательными центрами. Краткую историю Курска, а также чем он может быть привлекательным для нашего района, рассказал заместитель главы администрации города Курска Сергей Котляров. Сегодняшний наш визит связан с углублением наших побратимских взаимоотношений, которые у нас зародились, как вы сказали, намного ранее. А сейчас у нас на перспективе стоит подписание соглашения, и с этой целью мы приехали проговорить, увидеть друг друга в глаза, потому что если человек на расстоянии, его не почувствуешь, не увидишь, а поговорив, пообщавшись, можно понять, как нам необходимо дружить, продолжать развивать свои отношения. Поэтому мы от главы города Курска, от представительного нашего собрания, Курского городского собрания, всех приветствуем, благодарим за теплый прием. Город Курск у нас находится в 500 километрах от нашей столицы Москвы. У нас население около 450 тысяч человек, поэтому город развивается, население у нас прибавляется, у нас по 250 тысяч квадратных метров жилья вводится ежегодно, поэтому мы прибавляем. Что касается побратимских отношений, то у нас 22 города с нами находятся в заключенном соглашении, и мы находимся в дружеской рабочей атмосфере. Ежегодно приглашаем к себе на День города, на Курскую Каринскую ярмарку. Сергей Котляров официально пригласил делегацию из Гагрского района на Курско-Каринскую ярмарку, которая будет проходить в середине июня, и на 80-летие Курской битвы, являющейся одной из значимых в истории Великой Отечественной войны. Ее будут отмечать 23 августа. Затем стороны обменялись памятными подарками. Это наш город Курск. Центральной площадью со стороны снят Знаменский собор, где хранится икона знамения Курская Каринская. Ну, приедете в гости, подробно покажем, поэтому это в главе. Спасибо.
Это абсар, подарочная монета с изображением лика первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенова. В этом году, как было сказано, мы отмечаем 30-летний юбилей со Дня Победы, со Дня независимости Республики Абхазия. Поэтому личность Владислава Арзенова играет весьма важную роль в истории нашего народа, поэтому мы посчитали нужным вам на память такие Спасибо большое. Благодарим. После официальной части встречи делегаты в сопровождении заместителей главы администрации Гагарского района Адамура Циш Байхан и Гунба посетили Гагарскую среднюю школу номер 1. На месте им рассказали историю открытия данной школы и значение ее появления в период национально-освободительного движения. Также гости прошлись по кабинетам, познакомились с учителями и учащимися, увидели различные уголки, посвященные школьной жизни, культуре и быту абхазов и так далее. Можно перевести отца. Отца. Это место для хранения кукурузы. Аптуцера – это курятник. Апацха – место, где принимали гостей. У абхазов, традиционная культура абхазов, обязательно отдельный дом строился для новобрачных. После привода невесты, молодые, они какое-то небольшое время жили самостоятельно, а потом только внедрение невесты в семью, это тоже было отдельно. Также гости посетили школьное мероприятие, посвященное прощанию с Анбаном. Жена и пьяца, ой, дочкел и гульфа, образгил ихца, сыргил, сысхушаша, сосрослы эльфсы хас, уасым шкурафя, а фюшек сукурвас, знысбухты сыйдозы, вырузы сыйцай, ялар эмэсэпсуазы, выраучы сыпсай. После делегатов пригласили в Гагарский Приморский парк. Здесь им также провели небольшой экскурс.